прикоснуться к природе и организовать летний поход – задача не из легких. Причем совсем не важно, собираетесь ли вы на короткую прогулку или же отправляетесь в длительное путешествие по лесам и горам. С чего нужно начать, расскажут наши корреспонденты. Подготовка к походу должна быть основательной, говорит опытный путешественник Альберт. В лесу или горах ни электричества, ни водопровода, ни привычных для городского жителя удобств. Первое, с чего стоит начать, это рюкзак и спальный мешок. Первое снаряжение это будет рюкзак объемом от 40 до 80 литров. Лучше больше, чтобы руки были свободны. Также вам необходимо взять собственную палатку, одноместную или двухместную, как вам будет удобно, теплый спальный мешок. Как рассчитать спальный мешок по температурным диапазонам? Это смотреть надо, какая погода будет на местности, и добавлять плюс-минус 3-5 градусов, в зависимости от девушек или мальчиков, для того, чтобы точно попасть и не замерзнуть ночью. Из одежды лучше брать синтетические футболки, они быстрее сохнут. Из обуви подойдут разношенные кроссовки, а также сандалии или кеды. Еще необходимы дождевик и запасные носки. Одним из таких важных, конечно, снаряжений для туризма являются флисовые куртки. Флисовые куртки, почему именно флис? Флис, в отличие от шерсти, хлопка, она быстро сохнет, лучше сохраняет тепло, она дышит, и она не боится, веток, грязи и так далее. Когда я иду в поход, я всегда одеваю синтетические футболки. Для чего? Чтобы когда идешь, всегда трудно, потеешь, постоянно мокрый, поэтому лучше, чтобы одежда дышала и быстро высыхала. А когда ты в лагерь приходишь или когда спишь, ты одеваешь сухую футболку из хлопка, потому что все-таки хлопок он более приятный к телу и он не аллергичный. Отдых на природе доступен каждому. Экологический туризм в Якутии показывает положительную динамику. Наиболее популярными местами остаются природные парки. Только Ленские столбы ежегодно посещают 14 тысяч человек. Главное – тщательная подготовка к путешествию. Вряд ли на каблуках или в пиджаке будет удобно преодолевать большие расстояния. Агафья Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск.